Вы смотрите новости, в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Коротко о главных темах этого выпуска. Застрявшая колонна в Кобяйском районе. Объявлен режим чрезвычайной ситуации. Помеха при перемене места. Переселенцы из аварийного жилья в Ленске не могут переехать в новые дома. Материал на века. В Булунском районе Якутии будут применяться долговечные лакокрасочные покрытия. В Кобяйском районе объявлен режим чрезвычайной ситуации. 24 декабря в службу спасения республики поступило сообщение о том, что на пути из села Сибянкёля в Сигьян-Кёль застряла колонна из 12 грузовых автомашин. Оперативная группа спасателей направлена на встречу застрявшим автомобилистам. Сегодня в 8 часов 30 минут утра отправлен рейс с топливом и продовольствием застрявшим машинам дальше Сигьян-Кёля. Служба спасения Якутии обращается к главам муниципальных образований республики обеспечить постоянный контроль за организацией безопасности дорожного движения, погодных условий и состояния автомобильных дорог. 24 декабря около 17 часов в дежурную часть по Хангаласскому району поступило телефонное сообщение о том, что в 5 километрах от села Титары произошел наезд на пешехода автомашиной КАМАЗ. На месте происшествия следственно-оперативной группой предварительно установлено, что водитель, управляя автомашиной КАМАЗ, следуя по стихийно сложившемуся проезду со стороны села Титары в сторону села Тумул, совершил наезд на пешехода, который, как предполагает автомобилист, лежал на пути движения. Пострадавшего доставили в фельдшерский пункт села Тумул, где он от полученных травм скончался. Водитель большегруза имеет стаж вождения с 1992 года. За последний год 4 раза привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. В момент аварии был трезв, что подтвердило проведенное свидетельствование. Глава Якутии принял участие в совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию при президенте России. В ходе мероприятия были подведены итоги года науки и технологий, представлены предложения по разработке новой долгосрочной программы, которая позволит вывести на качественно новый уровень управления в научной сфере и реализацию исследовательских проектов в России. Среди важнейших инициатив президента страны глава Якутии также отметил предложение о поощрении регионов за усиление научно-технологического потенциала, создание прорывных разработок и запуск знаковых исследовательских проектов, а также о необходимости усилить поддержку молодых ученых и тех специалистов, которые работают на северных территориях. Прокуратура региона и правительство республики подписали соглашение о взаимодействии. Документ предполагает совершенствование нормотворческой деятельности, обеспечение единства правового пространства Российской Федерации на территории Якутии. Стороны при этом выразили уверенность, что документ закрепит сложившийся эффективный механизм совместной работы и послужит основой дальнейшего сотрудничества. Якутия и еще 5 регионов Дальнего Востока получат 5,5 миллиардов рублей для территории опережающего развития. По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, подготовлено распоряжение, которое поможет строить там новые и реконструировать действующие объекты инфраструктуры территории опережающего развития. Это новые здания в промышленных парках и автодороги, присоединение к сетям электро- и газоснабжения, подводка необходимых инженерных коммуникаций и многие другие объекты. Перейдем к эпидобстановке в республике. На 25 декабря выявлено 112 новых случаев коронавирусной инфекции. В столице региона отмечено 35 заболевших. 15 случаев заражения в Нерюнгринском районе, 12 в Алданском. Еще в 11 районах республики отмечено от 1 до 9 заразившихся COVID-19. У омикрон-штамма коронавируса есть специфические симптомы, которые могут проявляться только у привитых людей. Новый штамм отличается рядом других проявлений. Как объяснил эпидемиолог, профессор Королевского колледжа в Лондоне Тим Спектор, у привитых пациентов, которые заболели омикроном, наблюдались тошнота и потеря аппетита. Температура у них была невысокая, а также присутствовала головная боль и боль в горле. Кроме того, у некоторых отмечалась рвота. Напомним, пока эксперты выделяют 4 основных симптома омикрона: кашель, слабость, а также заложенность носа и насморк. Россиянам раскрыли опасность мобильного банка на смартфоне. Доцент кафедры интеллектуальных систем информационной безопасности Евгений Кашкин заявил, что использование мобильного приложения банка создает ряд угроз со стороны киберпреступников. Главная проблема заключается не в самих приложениях, а в действиях преступников и доверчивости россиян. Он напомнил, что кредитная организация никогда не отправляет своим клиентам СМС-сообщения в мессенджере или электронной почте с просьбой перейти по ссылке для входа в онлайн-аккаунт.
Преступники создают зеркало официального приложения или сайта и завладевают данными пользователя. Эксперт призвал регулярно менять пароли для входа в онлайн-банк и, чтобы защитить сбережения, установить лимит ежедневных транзакций. Итоги работы за 2021 год подвели в Министерстве транспорта республики. Так, в Якутии построили более 500 километров дорог, из них 280 по национальному проекту. Рекордное количество полотна обновили в столице, это 48 километров. Обновляют и транспорт. В регион поступили 100 новых автобусов, 2 самолета «Бомбардье». На следующий год планы не менее грандиозные. Начнется возведение моста через Вилюй, первому из 4 планируемых переходов через эту реку. Также в планах начать основной этап строительства Ленского моста. Сейчас там уже идут подготовительные работы. Переселенцы из аварийного жилья в Ленске не могут переехать в новые дома. Причины у всех разные. Но чаще всего это проблемы с правами на собственность. Что еще может помешать съехать с аварийных квадратов, выясняли наши коллеги. Случай, когда жителям на Чапаева на голову едва не упала крыша, помнят многие ленчане. В феврале прошлого года ночью жители в панике покидали квартиры аварийного дома. Позже жителей расселили, но не всех. Валентине Докторовой отказали из-за поправок в законе о правах собственности. Чтобы получить квартиру, женщине пришлось пройти 3 суда и 2 кассации. Благодарю всех людей, кто мне помог, кто принимал участие, интересовался, переживал за меня, мою семью, моих друзей. И за год и 8, слава богу, дали квартиру. В городском отделе переселения поясняют, бывают ситуации, когда процесс переселения затягивается. Сейчас в очереди стоят 14 собственников. Причины разные. У нас управляющая компания и ресурсоснабжающие организации, учитывая то, что очень много людей пошло на компенсацию, стали накладывать арест на имущество должников. Вторая большая проблема, которая сегодня у нас есть, это то, что, скажем, у нас бывают семьи, где есть 2 собственника или более. При этом проживает сегодня в Ленске 1 собственник, а 2-го или 3-го собственника найти не могут. Да? Соответственно, доверенности нет, найти его не можем. И сегодня эти сделки у нас останавливаются. Вот и получается. Возможности одномоментно расселить весь многоквартирный дом нет. Съезжают по 1-2 квартиры. Большая часть переселенцев предпочитают получить жилые квадраты, а не денежную компенсацию. Из 312 семей в этом году деньги выбрали 35%. К концу года переселенцы из аварийного жилья получат квартиры здесь, в доме 56 по улице Якутская. Сегодня ключи получат 6 семей. Свободные квартиры в доме есть. Сюда в будущем переедут новые собственники. Но когда решат проблемы с документами. Валентина Фирстова, Анастасия Белокреницкая, телеканал «Алмазный край». Долговечные и суперстойкие лакокрасочные покрытия Морозовского химзавода будут применены в ТИКСе на полигоне научно-образовательного центра «Север». Это обсудили в Поспредстве Якутии в Москве. Инновационные лакокрасочные материалы обладают антикоррозионной защитой. Их планируют применить в покраске бетона и металлоконструкций. Среди главных преимуществ также их защитно-декоративная, атмосферостойкая и термостойкая функции. Температура эксплуатации покрытий достигает от минус 60 до плюс 300 градусов по Цельсию. Морозовский химический завод уже провел замеры показателей морозостойкой краски в Булунском районе Якутии. Их проект стал первым реализованным в рамках испытательного полигона. Касательно НОТ «Север», это интересно для нас как раз-таки в реальных условиях проверить, не в лабораторных, как поведут себя наши покрытия, и заодно представить заказчику, как это все действительно доказать, как они работают, чтобы в дальнейшем они уже могли принять положительное решение о применении наших материалов. Из-за того, что наши покрытия долговечные, можно будет экономить на ремонте, так и, соответственно, наши не надо будет так часто обдирать, меньше будет загрязнения окружающей среды. Ну а в ряде самых популярных туристических районов республики сейчас создаются специализированные кластеры. Предприниматели начинают работу над единым турпространством в Хангаласском и Амгинском районах. Также планируется создавать кластеры в Имиконе и Верхоянье. И если в Хангаласском первые шаги по созданию единого пространства уже были сделаны в турсезоне этого года, то в Амге реализация проектов начнется с 2022. В отличие от Хангаласского, куда туристов привлекают в основном природными достопримечательностями,
а Амгинский делает упор на агротуризм. Действительно, это направление может стать настоящей изюминкой сельскохозяйственного района. В целом, концепцию по развитию единого туркластера Агентство по развитию туризма республики для Амгинского района уже составлено. Ее реализация начнется с Нового года. А недалеко от села Амга, на горе Короленко, будет построен туристический хаб – центр притяжения туризма в районе. В настоящее время мы реализуем программу по туристическо-рекреационному кластеру Амга. То есть сейчас идет процесс подготовки земельных участков. Местность находится на горе Короленко, где-то примерно 40 гектаров, где-то так. В кластер должны войти предприниматели, занимающиеся туризмом, да. И для них будет созданы условия, то есть будут предоставлены, земельные участки будут предоставлены, и различные программы поддержки. По итогам финала 9-го национального чемпионата «Молодые профессионалы», проводимого по стандартам WorldSkills среди студентов профессиональных образовательных учреждений и школьников, команда Якутии вошла в десятку самых сильных команд страны. В финале конкурса республику представили 29 конкурсантов по 25 компетенциям в категории «Молодые профессионалы» и «Юниоры». В национальном чемпионате команда Якутии завоевала 2 золотых и 6 бронзовых медалей, а также 8 медальонов за профессионализм. Председатель правительства Якутии Андрей Тарасенко вручил победителям и призерам благодарственные письма главы Якутии Айсена Николаева. Мирнинские легкоатлетки вошли в тройку лучших на дальневосточных соревнованиях. Первенство по легкой атлетике среди школьников прошло во Владивостоке. 300 спортсменов боролись за первые места. Ксения Халимулина, воспитанница культурно-спортивного комплекса «Алроса», завоевала бронзу в беге на 60 метров и серебро на дистанции 300 метров. Ксения Калачевская заняла вторые места в прыжках в длину и тройном. Девушки приблизились к заветной мечте – попасть в сборную республики. Напомним, летом 2022 года во Владивостоке пройдут 7-е международные игры «Дети Азии». Состав команды Якутии огласят весной. Впереди отборочные соревнования. Подготовка наших спортсменов на международные спортивные игры «Дети Азии» по легкой атлетике идет полномерно. В 2022 году у нас будет череда спортивных соревнований в городе Якутске, и планируем также выезды за пределы Республики Саха-Якутия. Тем временем сборная Намского района стала победителем Кубка Федерации по волейболу. Турнир прошел в Якутске на площадке Дворца спорта 50 лет Победы. В финале намские волейболисты обыграли команду Алекминского района. На 3-ю ступень пьедестала взошли спортсмены из СВФУ. Студенты в борьбе за бронзовые медали в 3 партиях обыграли соперников из Амгинского района. В общей сложности в традиционном турнире приняли участие 10 команд. К этому часу это все новости. Хорошего дня.